В рамках доставки продовольственных товаров в Арктику и труднодоступные поселения Якутии авиаторы уже выполнили 58 авиарейсов и перевезли более 160 тонн товаров. Общий объем завоза продукции всеми видами транспорта до конца года составит свыше 10,5 тысяч тонн. Также и перечень социально значимых товаров для арктических районов республики был увеличен. Мы расширяем ассортимент завозимых продовольственных товаров. Например, в этом году мы открыли новую логистическую схему для обеспечения продовольственными товарами Колымской группы районов. То есть маломерным судном из Магадана мы завозим расширенный ассортимент продовольственных товаров до Верхнеколымского и Среднеколымского районов. Данные товары мы закупаем в Владивостоке. По поручению Айсена Николаева к концу 2025 года планируется открытие торгово-логистических центров во всех 13 арктических районах республики. На данный момент уже функционируют 6 логистических центров. До конца текущего года планируется открытие еще 2 в Жиганске и Тикси. Следует отметить, что Якутопторг занимается не только доставкой продуктов по торгово-логистическим центрам республики. Здесь продукты, в частности овощи, проходят строжайший контроль. Вот, например, картофель, который отбирают на крупный и мелкий, а также очищают от земли. После чего его отправляют на вот эту ленту, где картофель продолжает далее свое движение, после чего он сушится и фасуется по мешкам. И уже эти мешки распределяют в различные населенные пункты нашей республики. Каждый год у местных сельхозпроизводителей закупаем овощи, картофель, капусту, морковь, свеклу. И вот это вот осень, с 20 августа принимаем, и на первый завоз у нас корабли. Сразу отправляем кораблями северные улусы, а потом второй завоз, сейчас уже самолеты начались. Вот самолетом мы отправляем тоже северные улусы. Сегодня грузится Верхняя Колыма. К слову, в ближайшем будущем доставка товаров первой необходимости в Арктику республики в рамках северного завоза станет более эффективной. В правительстве разрабатывают новый законопроект, который распределит полномочия между разными уровнями власти и установит новую систему управления завозом. Как отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, система будет анализировать всю информацию о северном завозе, будет следить за движением грузов и заранее предупреждать о возможных сбоях в поставках, чтобы все товары были доставлены в срок. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск.